Герои не только былых, но и нынешних времен среди нас. Отчизна отдает им должное и поздравляет с праздником. В России отметили День героев. Российская неделя стартапов в Казани. Как это было и станет ли столица Татарстана еще и IT-столицей России? Звезды для татарских звезд эстрады. В пирамиде подвели итоги главной национальной музыкальной премии «Болгар Радиуса». Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте! В эфире «7 дней». В студии Тимур Бекмурдин. Смотрите сегодня. В нескольких километрах от линии боевого соприкосновения я встретил своего первого начальника училища. Независимо от того, там, танкист, не танкист, все вместе выполняем задачи. У нас одна маленькая семья. Герой России Руслан Курбанов. Встреча на передовой в День Героев Отечества. Республика полностью поддерживает курс президента и его решения. Для сильной России нужен сильный руководитель. Владимир Владимирович своей работой это доказал. Решение принято и поддержано. Владимир Путин объявил об участии в президентских выборах. Это педагоги, которые будут работать в школе, в татарской национальной школе. Стерлитамакская земля для татар. Светоч знаний, образования и науки. Почему уходит в историю золотая кафедра национального образования? День Героев Отечества относительно новый, но уже со своей историей и теперь уже великим смыслом праздник мы отметили в эту субботу, 9 декабря. День Героев в нашей стране официально празднуют с 2007 года, хотя по сути праздник является продолжением вековой традиции, существовавшей в российском государстве до 1917 года. Именно в эти дни в Российской империи праздновали День георгиевских кавалеров. Сегодня, когда наша страна переживает трудные времена, когда мы отстаиваем свою безопасность и ценности в бескомпромиссном экономическом и идеологическом противостоянии с Западом, в том числе с оружием в руках на Украине, праздник приобретает особый смысл и значение. Тем более, что времен связующая нить с героями прошлого и героями настоящего становится все более явной и отчетливой. Помните, как было в той знаменитой песне из культового советского фильма «Офицеры»? Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Таких своих героев, которые и памятны, и чтимы, наряду с героями-отцами, дедами и прадедами, все больше. Многие из них, слава Аллаху, живы и здоровы. Кого-то уже нет, к сожалению, с нами, но подвиг их вечен. Наши герои, настоящие воины и мужчины, кто сейчас находится на передовой, получили заслуженные награды, медали и ордена от Республики Татарстан. Эти кадры сделала наша съемочная группа совсем недавно. Не буду сейчас уточнять точное место и время. Как вы видите, лица наших героев по понятным причинам не видны. Но я уверен, скоро они предстанут перед нами живыми и здоровыми, когда вернутся со СВО с победой. Потому что дело наше правое, а они воины-победители. Традиционно в этот день, 9 декабря, принято чествовать героев Советского Союза, героев Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы и кавалеров Ордена Святого Георгия. С 1992 года звание Героя Российской Федерации получили более 600 защитников Отечества. Среди них также армейские служащие нашей Родины, совершившие свой подвиг в мирных условиях. У нас в Республике Татарстан насчитывается 432 героя Отечества, в том числе 419 умерших. Среди них 353 героя Советского Союза, живых, к сожалению, уже никого нет. 51 полный кавалер Ордена Славы, тоже живых нет. И 28 героев Российской Федерации, из них 13 живы. В том числе 10 героям звания присвоены в ходе СВО, из них 4 посмертно. Я их назову. Гелимханов Дамир Рашидович, Исламов Дамир Назирович, Соколовский Андрей Андреевич, Сорокин Олег Геннадьевич. О настоящих героях нынешних времен, о тех, кто еще в строю и щедро делится своим боевым опытом с молодежью, и о тех, кого нет с нами, но их подвиг никогда не будет забыт в нашем репортаже. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Не просто песня, а гимн поколению героев. Не просто фильм, а поистине культовый киношедевр, наставление тем, кто посвятил свою жизнь такой важной миссии, великой профессии, как Родину защищать. Все так, но удивительно и поразительно, как классика советского кинематографа стала пронзительно понятна и актуальна сегодня, в наши дни. Вы только вслушайтесь в эти слова. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Действительно, и в наши дни, если не в каждой семье, то в каждом городе, селе России появились свои герои-защитники. И глаза молодых солдат не только с фотографией, а даже с фасадов домов и зданий глядят на нас всех. Уверенный и мужественный Дамир Исламов и улыбающийся Дамир Гелимханов. Их взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. Экипаж героического танка старшего лейтенанта Дамира Исламова, ефрейтора Дамира Гелимханова и рядового Ивана Цивуна осуществлял штурм укрепрайона противника в районе города Золотое Северодонецкого района Луганской Народной Республики. Сначала прицельным огнем экипаж Исламова уничтожил долговременную огневую точку и до 10 укронацистов. При этом танк был подожжен коктейлем Молотова. Убрав горящую машину из-под огня противника, экипаж потушил огонь и вернулся к выполнению боевой задачи. В ходе дальнейшего боя экипаж танка вступил в противостояние уже с 5 танками ВСУ и уничтожил 4 из них. Развивая наступление, боевая машина, в которой находились Дамир Исламов, Дамир Гелимханов и Иван Цивун, была подбита прямым попаданием. Экипаж погиб. Многие матеря, потеряв своих сыновей, своих дочерей во время этих операций, скажут, почему мой, почему он, почему-то, почему не другой, а почему должен быть другой, почему не твой? Кто-то должен защищать. Родину защищать. Есть такая профессия взводный. Не знаю, повлиял ли легендарный фильм на Раиля Габдрахманова, выпускника Казанского высшего танкового командного училища, но, как он сам вспоминает смутные времена 2010 года, когда офицерские кадры были переполнены, ему предложили даже уволиться. Раиль тогда даже мысли такой допустить не мог. Вся его военная карьера, как и другого героя-танкиста из Татарстана Ивана Дадосова, пример беззаветного и прилежного служения отчизне. Одногодки, сейчас проходящие службу в звании майора, в их судьбах кажется много схожего. Родились не в крупных городах, а в селах. Раиль в Базарных Матаках Халькеевского района, Иван в Пестрецах. Закончили, естественно, Казанское высшее танковое командное ордена Жукова краснознаменное училище в 2010-м. Служили там, куда Родина послала: один в Ростовской области, другой в Алтайском крае. В ожесточенных боях на Донбассе проявили себя как настоящие воины-герои. Освободители, мужественные герои и при этом скромные молодые парни. Пришлось, как говорится, на переправе вот на этой активно наводчику поработать. И повредил немало танков. За это начали называть грозой танков. Я так понимаю. Мне как-то даже неудобно. Вот ты наш герой, там, вот мы в подчинении у героя. Я говорю, ребят, я такой же простой человек, как и вы. Минутный момент, когда вручают и накалывают звезду, он, конечно, неописуемый. Это дорогого стоит. Везде телепортеры, везде камеры. Ну, и как бы это было прям такое мгновение, и все, и ты уже как бы вот герой, встаешь в строй. Ну, по большому счету ничего в жизни не поменялось. Как был простым человеком, так и остался. Что их отличает и, кстати, роднит с главными героями советского фильма «Офицеры» Алексеем Трофимовым и Иваной Варавой — бережное отношение к подчиненным. Настоящие офицеры и командиры. Строгие, но заботливые, как отмечают их близкие, друзья, коллеги. Когда училище закончила, я ему говорю, сынок, если будут родители подходить тебе, просить за счет своих детей, там, в увольнили куда-то, вспоминай маму свою. Вот как мама твоя. И когда я в Тоцк приезжала, всегда говорили, спасибо вам за вашего сына. Уже будучи дома, ему звонят оттуда ребята, вот командир, вот так и так у нас. Он очень переживает. Личный состав, он же тоже видит, грамотный, неграмотный офицер, как разговаривает, как он ведет беседу, на что он делает акцент. Все вот эти качества, именно командирские, они не только требовательные должны быть, они и показательные должны быть. То есть, как командир себя ведет, так же личный состав будет тянуться к этому. Из-за этого, в первую очередь, ты своим примером должен показать, а потом уже что-то требовать от них самих. Конечно, именно в таких экстремальных условиях, как специальные военные операции, раскрываются лучшие качества наших парней.
В мирной жизни обычный офицер-танкист Расим Баксиков в период боев на Донбассе проявил себя как настоящий герой. Мужественный и отважный экипаж танка, которого в одиночку уничтожил и обратил в бегство сразу 8 единиц техники ВСУ. Нам в наших детей нужно вложить много сил, дабы потом уже наши дети совершали подвиги за этими ребятами, за этими выдающимися людьми в будущем. За ними будущее вооруженных сил. Отчаянно смелые, уверенные в бою, заботящиеся о своих подчиненных и образцовые супруги и отцы. Я очень бы хотела, чтобы мой будущий муж тоже был такой, потому что, он ответственный, трудолюбивый. Несмотря на то, что он живет работой, он никогда не забывает про семью, всегда уделяет ей внимание. И, в принципе, на первом месте у папы всегда семья. Мы раньше думали, что это немного выдуманные киношные герои, а оказывается, вот они, среди нас, настоящие мужчины. Когда едем, Алёша? Да так уж, ерунда. 8 или 7 дырок, как бы, и все. Ничего такого страшного. Все хорошо. Защитники, труженики, герои. Мы все гордимся вами и поздравляем с праздником. Уверен, что наши защитники и все наше многонациональное население сплотится вокруг Верховного Главнокомандующего. Победа будет за нами. Аплодисменты нашему лидеру. Отдельные слова благодарности хочу выразить членам семей героев Советского Союза и героев Российской Федерации. Подвиг каждого является для нас образцом чести и мужества. Служит ярким, достойным примером для подрастающего поколения. Страна не только сегодня, в день награждения, каждый день смотрит за вами, надеется на вас и поздравляет вас с сегодняшними наградами. С праздником! Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней. Мы неоднократно говорили о том, что Казанское танковое училище осталось единственным на всю Россию, которое готовит офицеров-танкистов, и практически каждый из них, находящийся в зоне проведения специальной военной операции, выпускник Казанского высшего танкового командного ордена Жукова краснознаменного училища. Десятки воспитанников нашего училища стали героями Советского Союза и героями Российской Федерации. Многие продолжают служить в зоне СВО. Об одном из них, выпускнике Казанского танкового училища, уроженце Дагестана Руслане Курбанове, мы уже рассказывали в наших репортажах. Точнее, рассказывали о 3 его воспитанниках, которые, по примеру Героя России, поступили в танковое училище. 3 танкиста, как их теперь называют. Но удивительное совпадение. Именно сейчас в зоне СВО находятся мои коллеги Зуфар Давлетшин и Булат Абдульманов. И именно им удалось встретиться и с самим героем Русланом Курбановым лично. Наш специальный репортаж с передовой. Донецкая Народная Республика, Волновахский район. Движемся в направлении Угледара. В одном из населенных пунктов остановились. Мимо проходил Герой России Руслан Курбанов, выпускник Казанского танкового училища. Было время пообщаться. Честно говоря, я был удивлен, грубо говоря, когда практически в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения я встретил своего первого начальника училища, генерала-лейтенанта Майстренко. Для меня даже это реально дико, потому что очень давно уже даже своих однокурсников не видел на этом тактическом направлении. Поэтому я, честно говоря, рад, потому что об училище у меня самые теплые такие воспоминания, потому что весь профессорско-преподавательский состав, они по максимуму вложили все знания, которые именно необходимы выпускнику танкового училища. Тем более учитывая то, что в данный момент у нас единственное получается танковое училище в стране, которое готовит командиров танковых подразделений. Руслан Курбанов трижды герой. Герой России, герой Донецкой Народной Республики, народный герой Дагестана. И продолжает службу. Как-то звезды и звезды, но когда у меня здесь свой личный состав, в данный момент являюсь начальником штаба уже танкового батальона в моей 40-й бригаде. Но опять же, здесь те ребята, с которыми я начинал, все начиная с Киевской области, поэтому
просто так не получается уйти куда-то. Очень много предложений из Москвы, Московской области, куда-то в управление. Да, уйти всегда можно. Просто потом самое главное, когда я буду смотреть, что я натворил, самое главное, чтобы совесть меня не замучила. Не так давно он отправил в родное Казанское танковое училище молодых танкистов, морских пехотинцев. Насколько они благодарны своему командиру, мы уже рассказывали. Это достойный офицер. В плане того, что он грамотно всегда поставлял задачи, морально поддерживал нас, как бы не давал падать духом. Вообще, что бы ни было, там, хорошо, плохо, всегда как бы не оставлял. Он с головой подходил к задаче, обдумывал все, пока сам ногами своими не пройдет позиции, откуда стрелять, куда стрелять, не покажет нам. Он не выпускал экипаж для работы. Это был самый такой молодой экипаж. Решение было принято о поступлении. Начнем с того, что родителями одного из бойцов, они изъявили желание, что хотят своего сына отправить именно по моим стопам, тем более они видели мою работу уже. И я им начал уже объяснять, рассказывать, что необходимо сделать, чтобы поступить. За ребят я очень рад, очень горд, что целый экипаж у меня в данный момент обучается в моем же родном училище. Руслан Курбанов окончил Казанское танковое училище в 2020 году. С тех пор, говорит, нормально навестить родных еще не получалось. А в отпуске по ранению решил приехать в Казань, подтянуть знания. Если где-то каких-то знаний не хватает, я никогда не буду обращаться к бойцу. Я либо открою книгу, а если есть какая-то там возможность, у меня на тот момент была возможность заехать в родное училище и доучить кое-какое направление. К сожалению, за это направление не буду говорить, потому что очень много секретных моментов. Заехал в родное училище, побеседовал с начальником училища. Начальник училища дал добро, и он сразу сказал, что 3 суток на обучение дополнительно. Через 3 дня лично сдаю экзамен начальник училища. Начальник училища экзамены сдал, и все, и убыл. По местам. Руслан и его воспитанники – морские пехотинцы, танкисты одновременно. По распределению Руслан попал на Дальний Восток. Морская пехота – это, грубо говоря, маленькая армия, только по численности в 10 раз меньше. Но мы, допустим, даже с таким наименьшим числом личного состава мы выполняем те задачи, которые целые общевойсковые армии не могут выполнить. У нас есть все рода войск. И поэтому, независимо ты артиллерист, связист, танкист и либо кто-то другой, мы все в общем еще морские пехотинцы. Независимо от того, танкист, не танкист, у нас как бы все вместе выполняем задачи. У нас одна маленькая семья. Танк — это же одна машина, значит экипаж должен быть как одно целое, как одна. Да, как один мозг. Герой Российской Федерации стал свидетелем награждения военнослужащих из Татарстана, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом в ближайших выпусках нашей программы. Вам всем, ребята, воинской удачи, чтобы пули мимо пролетали, чтобы осколки, соответственно, были крупные и летели в другую сторону. Ну и чтобы, соответственно, все живыми, здоровыми, мужественными, такими же, возвращались домой, в Татарстан. Зуфар Давлетшин, Булат Абдульманов, Андрей Ключников. 7 дней. Донецкая Народная Республика. Главная политическая новость этой недели, причем не только в России, но и в мире, решение президента Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства на следующий срок. Выборы, напомню, пройдут в России 17 марта следующего года, и это решение Владимира Владимировича было и ожидаемым, и понятным, по крайней мере, для нас с вами. В России, на Западе, в кругах недружественных нашей стране политических элит, оно вызвало и раздражение, где-то даже панику и плохо скрываемую злость. Значит, делаем вывод, решение своевременное и абсолютно правильное. Тем более, что в России, как мы уже сказали, у подавляющего большинства населения кандидатура Владимира Путина как национального лидера и руководителя страны вызывает искреннее одобрение. Об этом говорят и соцопросы. Так, по данным исследования фонда «Общественное мнение», большинство россиян, 70%, уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок. Этот запрос вырос более чем вдвое за последние годы. А в ответе на вопрос, какие эмоции у вас чаще вызывает Владимир Путин, респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. 74% опрошенных уверены, что Владимир Путин понимает заботы простых людей, и его деятельность отвечает их интересам. Большинство респондентов считает, что у России большое будущее.
В Татарстане у Владимира Путина всегда была и остается мощнейшая поддержка и народная, и на уровне политических элит. Раис Татарстана Рустам Минниханов – один из первых руководителей региона, поддержавших решение Владимира Путина выдвинуться на новый срок. Он отметил, что в столь непростое для страны время президент является объединяющей силой для России и ее жителей. Цитата. «В столь исторический переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для президента является судьба его народа. Татарстан, благодаря поддержке президента, один из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это делает жизнь наших жителей комфортнее», отметил руководитель Татарстана. И, понятное дело, выдвижение нашего президента России получило одобрение и поддержку на конференции Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которая прошла также на этой неделе. Это не было домашней заготовкой, а реальный незапланированный разговор и даже спонтанное решение президента, чуть позже скажет пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Даже если так, то в окружении таких героических людей Владимиру Путину сложно было бы уйти от прямого ответа. Слишком настойчивые просьбы, слишком напряженные моменты и велика ответственность. Утвердительный ответ и уверенный тон Владимира Владимировича прибавили настроение не только в Москве, но и в регионах. Сильной России, которая сейчас мощно движется вперед по всем направлениям, нужен сильный лидер. И хорошо, что он у нас есть. У меня поднялось настроение, когда я такое решение услышал. Почему? Потому что для нашей страны, которая в нынешних условиях в мире успешно развивается, и Россия становится все сильнее, а для сильной России нужен сильный руководитель. Владимир Владимирович, он своей работой долгие годы ответственных должностях это доказал. Тревожность была, понимаете, решиться, не решиться. Думаешь, вроде не должен он бросить страну, потому что Путин – это победа, Путин – это процветание страны. Я очень рад, что он принял такое решение, что под его руководством верховного командующего проходят все этапы нашей вооруженной борьбы с националистами. Сегодня надо быть очень сильным духом, чтобы управлять такой страной в такое непростое время, когда идет такое международное давление на Россию, выдвинуться и на пост президента Российской Федерации. Поддержка огромная, начиная от всех семей участников СВО, от простых людей до наших руководителей. Я сама всем сердцем поддерживаю Владимира Владимировича, весь спортивный мир поддерживает его. Большой избирательный цикл стартует в России. Еще раз напомнили всем присутствующим на конференции Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». После выборов президента России в марте нас ждут выборы в Госсовет Республики в сентябре, а в 2025 году Раиса Республики и муниципальных депутатов. В 2026 году будем избирать депутатов в Государственную Думу. Это региональная конференция татарстанских единороссов, 35-я по счету. И за это время Татарстан превратился в опорный регион России, регион-лидер и в экономике, и в инновационной сфере, а «Единая Россия» закрепила за собой статус ведущей партийной силы и в республике, и в России в целом. Все эти успехи не на пустом месте, а благодаря упорному труду и поддержке высшего руководства страны, прежде всего президента Владимира Путина. Еще раз напомнил всем Рустам Минниханов, раис Татарстана, вновь подчеркнул, что в республике с воодушевлением восприняли решение главы государства выдвигаться на новый срок. Владимир Владимирович Путин объявил о своем участии в выборах. Республика полностью поддерживает курс президента и его решения. Сегодня как никогда важна наша сплоченность и единство. Уверен, что татарстанцы сделают правильный выбор. Наш раис республики Рустам Нургалевич Минниханов одним из первых поддержал выдвижение Владимира Путина баллотироваться на должность президента России.
И для нас, для муниципалитетов это очень важно, потому что сейчас территория находится на стадии развития. Огромный экономический прогресс нашей страны. Я даже приведу пример. Если, например, в 2000 году наша страна в индексе глобальных экономик по паритету покупательской способности была на 13-м месте, то сегодня наша страна входит в пятерку глобальных экономик. А что это значит? Это значит, растет качество жизни. Мы очень рады, что у нас в роли нашей страны Владимир Владимирович Путин, который на себя взял огромный такой, скажем, нож, ответственность. И в такое непростое время мы идем, я считаю, по правильному пути. В декабре «Единая Россия» отметила свой 22-й день рождения. На конференции в Казани вспоминали, что партия создавалась в очень непростое время. В период нестабильности в экономике, непредсказуемости в политике, сложностей для России на внешнем контуре. И сейчас времена не из легких. Даже перечислять все факторы, которые подрывают нашу стабильность и спокойствие, не будем. Их слишком много. Однако, как вспоминал на конференции один из сооснователей партии, первый президент Татарстана, государственный советник, герой труда Минтимер Шаймиев, с таким лидером, как Владимир Путин, Россия способна преодолевать любые невзгоды и проблемы. И главная наша сила и тогда, и сейчас, конечно, в единстве целей, мыслей и действий. Единая Россия. Мы же за это боролись. За это мы сегодня боремся. И дальше будем сплачиваться, тем более партийной основе есть и названием «Единая Россия». Это очень глубокий смысл и, как говорится, необходимый посыл для всех нас. Почему? Потому что единство – сила. От имени председателя партии Дмитрия Медведева руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Седякин вручил Минтимеру Шариповичу благодарственное письмо. Федеральный гость поблагодарил своих татарстанских коллег за работу и особенно за помощь подшефным городам на Донбассе в новых регионах. Лисичанск, Рубежная. Регулярно вижу там гуманитарный конвой Республики Татарстан, вижу вклад. И спросите у любого жителя Лисичанска или Рубежного, просто остановите, спросите, кто регион-шеф. Вам каждый скажет, что это Татарстан. Далеко не в каждом регионе такая вовлеченность. Спасибо большое всей команде Республики Татарстан. С 2007 года «Единая Россия» – партия парламентского большинства, а отделение в Татарстане одно из самых крупных в стране. Как заявил Фарид Мухаммедшин, партия не намерена сбавлять оборотов, будет укреплять свои ряды и задействовать самые современные технологии. «Единая Россия» растет численность, крепнет партийная организация, очень активно участвует в реализации всех задач по развитию нашей республики, укреплению многонационального Татарстана и решению социальных задач. Главное быть единым во всем. В этом сила нашей страны и вообще нашего народа. Потому что самые непростые времена, когда есть единство, мы непобедимы. За значительный вклад в деятельность татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаммедшин вручил благодарственные письма Рустаму Минниханову и Минтимеру Шаймиеву. На конференции избрали делегатов на федеральный съезд партии, который пройдет 17 декабря в Москве. Тимур Бекмурзин и Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Это педагоги, которые будут работать в школе, в татарской национальной школе. Стерлитамакская земля для татар. Светоч знаний, образования и науки. Почему уходит в историю золотая кафедра национального образования? Рустам Минниханов в Казанском Кремле встретился с мэром Анкары Мансуром Евашем. Обсудили вопросы развития и укрепления отношений, наращивания деловых контактов и связи по разным направлениям. Между Турцией и Татарстаном товарооборот по итогам прошлого года вырос в 2 раза. В этом году также имеет положительную динамику, отметил Рустам Минниханов. В Буинске открылось здание местного легендарного драматического театра. Реставрация началась в прошлом году. Дизайнеры выполнили внутреннее убранство в национальных мотивах. На открытие приехал Рустам Минниханов. Раис республики осмотрел помещение обновленного театра и оценил качество ремонта.
В Москве Рустам Минниханов принял участие в церемонии вручения премии имени Бориса Тихомирова. Награда в области промышленного строительства присуждается за значительный вклад в развитие отрасли. Цель премии – развитие кадрового потенциала. В этом году победителя определили в 6 номинациях. Минтимер Шаймиев встретился с министром спорта России Олегом Матыцыным. В Казанском Кремле государственный советник Татарстана рассказал гостю о реализованных Фондом Возрождения проектах. Олег Матыцын назвал Минтимера Шариповича своим учителем и наставником, напомнив об успешном сотрудничестве во время Казанской универсиады. Представители 5 государств, членов Евразийского экономического союза, прибыли в Казань. В столице прошло заседание Объединенной коллегии таможенных служб стран ЕАЭС. Участие в нем принял Рустам Минниханов. Кроме России, в таможенный союз входят Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. Рустам Минниханов встретился с главами делегаций участников Объединенной коллегии таможенных служб. Раис республики рассказал о промышленном потенциале Татарстана. По итогам прошлого года внешнеторговый товарооборот вырос на 8% до 19 миллиардов долларов. Рустам Минниханов принял участие в заселении арендного дома для работников КАМАЗа. Современная новостройка на 170 квартир возведена за счет инвестиций Госжилфонда. 128 квартир предназначены для работников татарстанского автогиганта. В церемонии сдачи дома принял участие глава Ростеха Сергей Чемезов и генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин. В Автограде также прошло заседание Совета директоров КАМАЗа. Его провел глава Ростеха, председатель Совета директоров КАМАЗа Сергей Чемезов. Рассмотрели текущее положение на производстве, обсудили достигнутые компанией финансовые показатели, наметили планы на следующий год. В завершении Рустам Минниханов вручил государственные награды республики. Как улучшить оказание медицинской помощи жителям села, обсудили на заседании Ассоциации законодательных органов регионов ПФО. Встреча прошла в Чебоксарах. В ней принял участие Фарид Мухаммедшин. Он обратил внимание коллег на необходимость повышения эффективности реализации программ санитарной авиации для оказания экстренной медицинской помощи. Раис республики обратился к татарстанцам по случаю Международного дня борьбы с коррупцией. В Российской Федерации противодействие коррупции является важнейшей государственной задачей. Антикоррупционные задачи поставлены перед всеми уровнями и ветвями власти и служат приоритетом как в законодательной, так и в правоприменительной работе. Убежден, активное неприятие обществом коррупционных проявлений, неравнодушие, осознание личной ответственности за позитивные преобразования в стране – залог успешного развития России, говорится в обращении. Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил необходимость соблюдать контроль за работой систем ЖКХ во время морозов. Об этом говорили на субботнем совещании в Доме правительства. В целях предотвращения ЧС Рустам Минниханов поручил обеспечить работу в режиме повышенного контроля за функционированием объектов инфраструктуры в условиях зимних морозов, организовать дежурство ответственных лиц на объектах энергетики, ЖКХ и транспорта, обеспечить готовность подразделений МЧС, а также аварийных служб. Юбилейной неделе отпраздновал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Ему исполнилось 60 лет. Правительство республики он возглавил 6 лет назад. При нем наша республика по всем экономическим показателям в числе российских регионов-лидеров. Второй год подряд Татарстан занимает второе место в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Алексей Валерьевич родился в Казани, получил инженерное образование в КГУ, был научным сотрудником, работал на различных предприятиях города. На государственной службе Алексей Песошин с 2007 года. Продолжаем программу «7 дней». Обмен покупками одним кликом, доставка цветов из любого магазина, подогрев чайника взмахом руки. Звучит как что-то из будущего, но прототипы уже есть. На прошлой неделе в Казани завершилась Российская неделя стартапов. Это масштабное событие в сфере IT, которое объединило начинающих предпринимателей и представителей среднего и крупного IT-бизнеса со всей страны. Специалисты прокачивали свои навыки и находили единомышленников и инвесторов. Казань тем временем уже стала столицей информационных технологий. Сотни стартаперов со всей страны приезжают каждый год именно сюда. Как признаются разработчики, именно здесь самые щедрые инвесторы и самая большая возможность реализовать проект в жизнь. Как пройти путь от задумки до прорыва, создать новый рынок с нуля и при этом остаться на плаву, Диляра Юсупова расскажет на реальных примерах.
Ох уж это модное слово «стартап». Эти люди собираются во всех IT-парках страны, и когда ты приходишь, что называется, поглазеть, сделать этого не удастся. Большинство стартапов в современном мире умещаются просто на экран телефона. Люди вот создают объявления. Здесь есть и детские валенки, и автомобили, и мобильные телефоны, и планшеты, и так далее. У нас есть умная лента, где человек просто ставит лайк. Если получается матч, то можно с ним договориться, уже открыть чат и договориться о встрече. Приложение для быстрого обмена вещами. Автор стартапа Камиль Исрафилов уже получил предложение об инвестировании. Говорит, не надо гоняться уже за известными конкурентами. Важно создать свое и двигаться медленно. В сказки про успешный успех не верит, а вот в креатив почему нет. На сцену он так и выходил с манекеном в костюме коробки, чтобы привлечь внимание к теме осознанного потребления. Очень часто в коробках хранятся вещи, которыми мы не пользуемся, но они зачастую могут быть полезны другим людям. То есть мы хотим, наша миссия — это дать жизнь, дать жизнь как бы новым вещам и дать задуматься всем людям, открыть эту коробку и посмотреть. 1 миллион рублей от инвестора на проект получил и Булат Вахитов. У него маркетплейс по доставке цветов. Правда, его история даже не стартапа, а бизнеса началась много лет назад. Именно этот рассказ и привел Булата к победе на конкурсе. История моего проекта началась 11 лет назад. То есть мы с женой шли по улице и думали, что пора уже открывать свой бизнес. И просто она пальцем показала на ларек цветочный и сказала: ну давай хотя бы цветы откроем. И на следующий день мы открыли маленький цветочный ларек. Вот с этого началось 11 лет назад. Потом это превратилось в сеть из 5 магазинов в разных городах. Потом это превратилось в сеть франшизную. Мы достигли около 50 точек по франшизе по России. И сейчас 3-я итерация. Год назад мы превратились в маркетплейс. Основная правда, которую доносят и здесь: ничего за просто так. Ты не проснешься миллионером однажды утром. Мало просто придумать, важно реализовать. Важно найти того, кто реализовывает, и попытаться его убедить. Всему этому учат на российской неделе стартапов. За 3 минуты рассказать про свой проект так, чтобы человек нарисовал в голове картину будущего классного и зашел в этот проект, захотел войти в этот проект сразу, за 3 минуты. Я вот сейчас могу вам рассказать за 3 минуты про свой проект, и вы захотите мне дать денег. Мне их нет. Если бы вы были инвестором. Я могу вам что-нибудь рассказать, чтобы вы захотели мне дать денег? Нет? Да. Вот этому учат как раз на инвест-питче. Они должны найти так называемый product market fit, то есть уже непосредственно найти свою нишу, своего потребителя, понять, кто их главные конкуренты, и вот здесь уже начинать биться за, как говорится, своего клиента. И в этот момент приходим мы говорим: возьмите наши деньги, пожалуйста, да, давайте делать это дальше вместе. В 2023 году проинвестировано суммарно несколько миллиардов рублей. Было подано 75 заявок. Отбор прошли 25 стартапов, получивших возможность презентовать свои проекты 30 инвесторам и экспертам из Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга. Не зря Казань уже назвали столицей информационных технологий. В следующем году российская неделя стартапов будет приурочена к БРИКСу. Успешные IT-компании вырастают из успешных стартапов, а стартапы – из массы идей, гипотез, питчей, тест-версий и раундов. В этом году отдельно запустили трек железячных стартапов, создали условия для их появления и развития. Именно в Татарстане впервые была открыта лаборатория бизнес-инкубатора, точка притяжения для стартап-проектов Поволжья. Количество тех, кто приезжает в Казань научиться, за год выросло в 2 раза. В этом году стало 400 миллионеров в Татарстане, даже более 400 миллионеров, которые получили грант на 1 миллион. Понятно, что есть какая-то определенная конверсия, что не все выживут проекты, но это огромный драйвер. Молодежь, которая генерит идеи, которая находится понимает тренды мировые, у них есть возможность делать стартапы, становиться предпринимателями.
Насколько активно в нашей стране внедряются передовые технологии, зависит качественные изменения фактически во всех сферах жизни. Уже сейчас система искусственного интеллекта используется в медицине и промышленности. Цифровизация государственного управления дает возможность слышать голос каждого человека. А начинается все здесь, с простых идей, с первых шагов. Данная площадка с каждым годом будет только масштабироваться и объединять также еще больше, значит, инвесторов, еще больше крупного бизнеса и наших стартапов, для того, чтобы они могли как можно больше продвигать свои продукты. Наша одна из задач там, на 23-24 год стояла, чтобы было так, что называли Казань столицей стартапов. И мы к этому стремимся. Я думаю, что в 2024 году любой, кого спросишь на улице, скажет, что столица стартапов – это Казань. 24 год и Раис Татарстана объявил годом научно-технологического развития. Одна из задач – выстроить систему отношений между технологическими стартапами и крупным бизнесом, которая должна работать сама, без помощи административного ресурса. Все это должно улучшить инвестиционный климат страны. Сегодняшние реалии таковы. Качество знаний преобразуется в экономику и становится главным ресурсом, в который нужно инвестировать. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, Роман Безменов, 7 дней. На этой неделе стало известно, что одна из школ в деревне Стерлибаш Республики Башкортостан теперь носит имя известного башкирского общественного и религиозного деятеля Тукаева Мухаммед-Шакира Мухаммед-Харисовича. Это доброе начинание наших соседей в деле увековечивания памяти великих земляков заслуживает, казалось бы, особой похвалы. Дети должны знать свою историю, должны знать имена выдающихся личностей, внесших особый вклад в развитие своего народа. Такие инициативы мы поддерживаем на все 100. Если бы не одно «но». История должна быть правдивой и свободной от сиюминутных обстоятельств. Род Тукаевых – это род знаменитых татарских имамов, ишанов и мударисов. Их предок был выходцем из деревни Салавыщ Балтасинского района. Мухаммед-Шакир Тукаев родился в татарской деревне Стерлибаш Стерлитамакского уезда. В Оренбурге окончил татарскую учительскую школу. Это известный факт, который по неизвестным причинам сегодня получает совсем иное звучание. Известные татарские писатели, общественные деятели, классики татарской национальной литературы Шамсидин Заки, Мифтахиддин Акмулла, Гали Чахрей Дердемент, Сагит Рамиев, Мәжит Гафури, продолжать можно долго, Амирхан Еники, Нурихан Фаттах, Ахсен Баян, Ильдар Юзеев, Роберт Минулин, Айдар Халим не могут вдруг взять и стать представителями другой нации только из-за того, что родились не в Татарстане, а в соседней республике. Не место определяет человека, а человек возвышает место, родину, в которой он родился. А Стерлитамакская земля для татар до сих пор еще является светочем знаний, образования и науки. Подробности у Ильзиры Юзаевой. Когда безотрадны убоги были просторы твои, то разве с далекого юга летели б к тебе соловьи? Там, где гордая гора Шихан пронзает небо, там, где под белым пухом бескрайних полей всегда гуляет вольный ветер, оставил свой поэтический след и великий татарский поэт Мәжит Гафури. История этого края уходит в далекое прошлое. Первое упоминание о татарской деревне Стерлитамак, согласно архивам древних актов Российской империи, восходит аж к 1747 году. До революции второй по размеру город Уфимского края, первая столица Южного Урала, имела четкие национальные границы. Город был поделен на две территории – татарскую и русскую части. В татарской части еще до 30-х годов прошлого столетия находились 4 мечети, медресе, рынки, заводы и фабрики. Здесь в основном селились зажиточные и, что немаловажно, образованные татары, которые занимались торговой и промышленной деятельностью. На заре татарского культурного ренессанса именно в Стерлитамаке начинает работать татарский театр. Открывается книжный центр «Калям» и типография «Нур», где первым печатным изданием стала получившая позже всенародную известность книга еще одного уроженца этого края, знаменитого татарского прозаика Галимжана Ибрахимова «Судьба татарской женщины».
И даже годы советской власти не смогли усмирить этот просвещение дух. В 1940 году именно в Стерлитамаке открывается педагогический институт, где продолжают готовить национальные кадры для всего Южного Уральского округа. В начале 90-х годов, в годы возрождения национального самосознания, именно в этом учебном заведении были открыты татарские и чувашские национальные отделения, которые начали проводить уже целенаправленную подготовку будущих филологов, учителей родного языка. Это было славное время, когда упрочилась и связь с Татарстаном, совместные проекты, встречи, конференции. В 2005 году кафедра получила звание «Золотая кафедра России». Это педагоги, которые будут работать в школе, в татарской национальной школе и в чувашской национальной школе. Это специалисты, которые востребованы и которые трудоустраиваются. На сегодняшний день 80% наших выпускников трудоустраиваются по специальности. Много воды утекло с тех пор, но эхо тех лет до сих пор бередит души. За прошедшие годы в российской системе образования была проведена не одна реформа, и каждая из них усиливала этот крен все дальше и дальше, отдаляя школы от близкого к далекому, от родного порога в мир глобальных перемен. Отмена национально-регионального компонента, внедрение единых госэкзаменов только на одном языке, сокращение часов преподавания родных языков, отсутствие экзаменов по родным языкам и, что немаловажно, вообще самого предмета «родной язык» именно в старших классах. Когда идет осознание будущего пути, выбор будущей профессии, все это, как снежный ком, нарастало с каждым годом и привело к очевидным последствиям. Потери связи между средним звеном и высшим звеном в образовании, к отрыву будущего поколения от духовной привязанности к своему народу. Эти нескончаемые реформы в системе образования затрудняют нашу работу. Мы только привыкаем работать в одних условиях, по одним программам, в одном направлении, как тут же меняются законы, меняются программы, принимаются новые стандарты. Изменили все, и количество часов, и учебники. Все это привносит какую-то неуверенность в профессию учителя. Сама ситуация по отношению к родным языкам и в целом отношение государства к гуманитарным наукам весьма неоднозначная. В 2023 учебном году национальная кафедра смогла в общей сложности набрать 11 человек для татарско-чувашского отделения. В последние годы из-за отсутствия абитуриентов пришлось даже объединить эти два направления. Из этих 11 человек всего 4 будущие учителя татарского языка. 4 человека на весь Южный Уральский округ, где сегодня как минимум проживает свыше 1,5 миллиона татар. И ведь еще не факт, что эти 4 человека через 5 лет пойдут работать в школу. Татарская кафедра на пути к своему закату, как последний островок надежды. За последние несколько лет по всей России были закрыты все татарские отделения в вузах Москвы, Тюмени, Оренбурга, Ижевска. Учителей татарского языка готовят только в Татарстане и в 2 вузах Башкортостана – в Стерлитамаке и в Уфе. Хотя в самом Башкортостане, в регионах соседнего Южного Урала от Стерлитамака буквально в паре сотен километров, в Оренбурге, Челябинске, Магнитогорске, где компактно проживают татары, педагогические кадры все еще нужны. Даже сегодня в нескольких школах в Стерлитамаке нужны учителя татарского языка. Наши студенты работают в школах. Мы их с 4-5 курсов уже отправляем работать. В городе Салават, даже в Уфе в некоторых школах не хватает учителей. Но это же проблема. Но кто услышал эти воззвания? Хоть кто-то протянул руку помощи? Ведь о проблеме было заявлено с высоких трибун учительского форума. Кто должен объединять народ? Кто должен думать о его будущем? Где эта точка соприкосновения всех интересов? Где кроется восходящая сила? Куда направлен наш жаждущий истины взор? Вы скажете, пусть работают институты, университеты, педагоги, у которых на минуту совсем другие задачи. Да,
Сегодня они сами пишут письма в национальное отделение Конгресса татар в регионах с просьбой провести просветительскую работу на местах. Они сами выходят на управление образования этих самых регионов с предложениями начать работу по целевому набору, начать подготовку учителей татарского языка со школьной скамьи. Казань молчит. Они одни. Как там у Маджида Гафури? Бодрись, приниженным не будь и гнуться не давай плечам. Не трусь, как заяц, и пустым не поддавайся мелочам. Тогда судьба пред смельчаком преклонит гордое чело. Волнуйся, двигайся, дерзай, покуда время не прошло. Эльзира Юзаева, 7 дней. Что объединяет людей и заставляет их одномоментно чувствовать одинаковые эмоции? Музыка, песни, которые проникают в самую душу. По традиции, самые лучшие песни на татарском языке были отобраны слушателями Болгар-радиуса. Накануне в «Пирамиде» традиционно были подведены итоги года татарской эстрады. Признаюсь, что ноги сами шли в пляс, а сердце пело. Церемония вручения главной национальной музыкальной премии «Милли» премия Болгар-радиуса – это главный концерт для наших исполнителей, композиторов, поэтов, песенников и, главное, зрителей. Ведь голосование было воистину народным. СМС-сообщения шли со всех уголков земного шара. Кому из звезд достались звезды, расскажет Татьяна Тимошенко. Главная национальная музыкальная премия «Болгар-радиусы» начинается с вешалки. Как тут устоять, чтобы не спеть, когда эту встречу с песней ждали год? Biz Екатеринбург шәһәреннән килдек. Менә шушы зур милли болгар премиясына. Без Казанны гел сагынабыз, карыйбыз. У нас холодно, а у вас тут и так тепло. Я имею в виду по градусам, и душевно тепло. Поэтому мы очень рады, что сегодня попали сюда. Это значимое событие для татарской культуры, я считаю, национальная премия «Радио Болгар». Мы очень рады и счастливы. Мы приехали из Альметьевска. Это непередаваемые ощущения, потому что мы, радиослушателей, только чувствуем. А тут мы видим их искренние улыбки, и глаза горят. И мы рады, что мы наконец-то с ними смогли увидеться, обняться и, конечно же, сфотографироваться, спеть вместе. Народные песни, народные хиты в прямом смысле. На сцене артисты, победители проекта «Кайнар Хит». Голосование за исполнителей, которые смогли попасть в самую душу людей, шло в течение всего года. География не только республика, но и вся страна, ближние и дальние зарубежья. Там, где говорят и поют на татарском языке. Общее количество звонков и голосования на сайте радио зашкаливает. Только за одну песню свои голоса отдавали до 25 тысяч человек. Народ поет, это очень хорошо, потому что Болгар-радиуса премия – это народная премия, это такой вот итог, музыкальный итог года, когда люди, народ сам выбирает своих лучших исполнителей. То, что у нас есть радиостанция Болгар-радиуса, которая вещает на татарском языке, вещает татарские песни в течение суток и в конце года собирает тысячные поклонников на одной сцене, и певцов, и авторов. Мне кажется, это доказывает, что вот татарский язык на сегодняшний день необходим радиослушателю. Традиции и переосмысление наследия, новый взгляд и новые технологии даже в костюмах у ведущей Калфак и Изю исполнены ювелирно в 3 видах металла. Серебро, бронза и мельхиор. Если я не ошибаюсь, очень мне нравится, комфортно, удобно. Все головные украшения и декор ювелирный, он как раз-таки такой воздушный, прозрачный, невесомый, такой эйфоричный, да, то есть что и задает вот эту тему мечтания.
Национальная премия в поисках певцов и песен, которые находят отклик у слушателей. Это, пожалуй, самая главная цель. Вместе с сохранением золотого фонда татарской эстрадной песни Болгар Радиосы открывает и новые имена на одной из лучших площадок республики. Тысячи зрителей. И именно столько вмещает зал «Пирамиды», свободных мест нет. И еще тысячи зрителей и слушателей могли стать участниками церемонии. Телеканал «Татарстан. Новый век» на всех своих медиаресурсах вел прямую трансляцию. И это вклад в общее дело. Ведь музыка, которая заставляет петь и танцевать, это один из легких, но таких важных и народных способов сохранения языка и национальной культуры. Ну а за кулисами в это время лауреаты премии в ожидании выхода на сцену поздравляют друг друга. Ты имеешь в виду, что это бриллиант? Да, серьезно? Да, у меня 10 штук. Золотая звезда лучшим представителям эстрадного искусства вручается в 11-й раз. Свои статуэтки «Алтын Йылдыз» получили 30 исполнителей. Вот так. Вы счастливый человек? Очень, очень счастливый. Мы очень счастливы, что нас народ выбрал. Дальнейшее – это стимул работать. Я люблю больше всего сам по натуре народные песни со смыслом, нежели подвижные. Подвижные тоже люблю, но все равно сам по натуре я так люблю более народные песни. Премия года, ведь это же единственная такая, которая достойная премия. На ТНВ, Булгармили премия, ведь это великая премия. Я всегда с хорошим настроением. Тут нужно соответствовать очень высоким планкам. Во-первых, текст. Во-первых, песня должна быть замечательная. Она должна быть на высоком уровне. Музыка – отражение души народа. В каждой из песен можно услышать эти знакомые черты, забытые мелодии, эти хиты, которые теперь в плейлисте Болгар Радиосы равнодушным оставить не могут никого. Должно быть все-таки молодежное все это. А я приспосабливаюсь. Любые песни люблю слушать. Это очень хорошее мероприятие, которое очень я уважаю. Лично очень приятно, когда такие родные татарские песни слушаешь от души, душа отдыхает. Нужно проводить, организовывать такие мероприятия подобного уровня. И я рада, я счастлива, что Татарстан, как всегда, впереди планеты всей в этом плане. То есть здесь сохранение культуры, сохранение татарского языка всегда в приоритете. Присоединиться к главным песням года телезрители смогут 1 января. На канале ТНВ состоится телеверсия национальной музыкальной премии «Болгар Радиосы». Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! Исянмесис. В Татарстане установившийся мощный малооблачный арктический антициклон начнет отходить только в середине недели. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана начало недели будет морозным. Днем 24-26, ночью 28-29. Затем температура будет потихоньку повышаться, однако зимние холода сохранятся. Днем во вторник 19 градусов мороза, в воскресенье уже 13. Ночью во вторник 23, в воскресенье 16. Что касается осадков, то они прогнозируются лишь в понедельник и в воскресенье. На юго-востоке погода почти такая же. Температура в начале недели днем 25. С четверга по воскресенье 15-13. Ночью сначала 28, к концу недели 16 градусов мороза. В понедельник и воскресенье снег, в остальные дни облачно с прояснениями. В центре республики все 7 дней будет пасмурно, однако снег только в начале и конце недели. Всю предстоящую неделю прогнозируются осадки. В понедельник днем 23, затем повышение до 19 и 15 градусов. Ночью сначала 27, затем 18 и 14 градусов мороза.
На юго-западе Татарстана температура также будет постепенно повышаться. Днем в начале недели 22-21, затем 16, 13 и 12 градусов. Ночью в понедельник 24, в воскресенье уже 15. Ясно будет только в первый день недели. Потом небо затянут облака, но осадки ожидаются только к воскресенью. Пасмурно будет на северо-западе республики и в столице Татарстана. Солнце здесь не обещают. Снег, по предварительным данным, пройдет в понедельник и воскресенье. Температура днем будет повышаться от 23 до 11, ночью от 25 до 15. Это все о погоде на ближайшие 7 дней. Берегите свое здоровье. Всего доброго. От НЛРГС Умышлоусын.